Аяв Акавов. Мы в этом году отмечаем 110-летие со дня его рождения. Ну, получается так, что и 60-летие со дня его смерти. Он уроженец Эндерея, жил в Бакай-Отаре, это хутор возле Эндерея. Но большую часть своей жизни он провел в Кастыке и последние годы жизни в Хасавюрте. Огромнейший материал. Вот как раз и насчет исторических преданий. У него множество их. Особенно записей народных сказок. Примерно 1/3 известных сегодня и издающихся, и неизданных кумыкских сказок – это в записях Аява Акава. Кстати, человека, который первый и единственный удостоился высокого звания народный сказитель Дагестана. Я подготовил 4-томник. В институте намеревается издать в этом юбилейном году, если не все 4 тома, то хотя бы, может быть, 2-3 тома. И в издательстве намеревается, и другие намереваются в связи с юбилеем издать. Крупнее собирателя, чем Аяв Акав, я не знаю. Огромное спасибо, конечно, я с глубоким уважением к памяти и других говорю. Сакинат Шхамедовна Гаджиева, профессор, огромный материал собрала. Аткай Аджаматов, без Аткая, наверное, Аяв Акав и не вышел бы на такую широкую арену. И сам собирателем он был, Аткай Акимович Аджаматов, и выпестовал молодых авторов, молодых собирателей. Аяв Акав был старше его, и они переписывались. Устаз Аяв Акав, это шутливо, то есть наставник, учитель, и Шакирт, ученик, Аткай. Это в шутливой такой форме. У меня где-то более 50 писем Аява Акава, адресованных Аткая Аджамату. Но это не просто письма, не просто это эпистолярные такие обычные вещи. Сплошь и рядом усеяно фольклором, и пословицы, и поговорки, и притчи. Аяв Акав настолько крупный знаток был и кумыкского языка, сочного. После Ерче-Казака и рядом с Анваром Аджиевым я ставлю, и не только я, Джангиши Хангишиев, наш профессор-языковед, тоже ставил, Аява Акава. И как прекрасного рассказчика, весельчака и мудрого человека. Его по вечерам крали друг у друга, чтобы он именно в их доме рассказывал. А почему крали? Потому что он сам ходить не мог. Его на носилках несли или к тому, или к другому в дом, чтобы он там рассказывал. А потом еще и, когда уже электричество, все это появилось нормально в Кастыке, то смотрели, есть ли огонек в окне Аява Акава. То есть дома ли он, и все собирались Аяуны Ярагана, то есть на свет Аява. И, кстати, я целую рубрику организовал в наших изданиях и в газете «Лени Лушац Ялдаш», и в журнале там Чолпан, тогда то слух назывался, «Айланаяк Аявну Ярагана». То есть давайте соберемся на свет Аява Акава. Но это образно свет, то есть на свет поэзии, свет мудрых мыслей, свет сочного, неиспорченного, как сейчас, кумыкского народного языка, на свет вообще светлого человека. Значительная часть творчества Аява Акава не издана на русском языке, она до сих пор малоизвестна широкому читателю.
Да, я поэтому и говорю, я 4-томник составил на кумыкском и подстрочном адекватном переводе на русский Это язык очень с большая работа. комментариями. Туда, значит, вошли практически все жанры фольклора, поскольку он собирал по всем жанрам. И даже он переписку вел с собирателями в разных селениях. Я тебе вышлю столько пословиц, если ты мне вышлешь столько-то пословиц, которых я не знаю. Или же я вышлю тебе столько притч, если ты аналогичным образом и мне вышлешь. Это, видимо, Атхаят Джаматов его настраивал на это. В свое время с учителями местных школ, с любителями, с собирателями, у него и огромная переписка была. И многие из этих писем, к сожалению, затерялись, но то, что у Аткая было, он мне завещал, мне передал, а я передал это рукописному фонду нашего института. Все-таки государственное хранилище, оно более надежное, чем частные коллекции, частные архивы личные.